что, всем привет! Сегодня у нас 2 марта, весна. Тут еще Дед Мороз с троном. Вот таким вот. Короче, тут поснимал немножко в Кружало. Сегодня проходит ярмарка. 2-й день подарков к 8 марта. Вот, народу там много, всякие разные продают изделия, которые сами делают. Тут транспорта, смотрите сколько. А мы сейчас с вами прогуляемся. Это старый город. Восстановленное Кружало. Вот так вот оно выглядит. Конечно, его переделали, уже на сваях поставили. И вот тут тоже такие вот здесь постройки. Под старину, как говорится, новодел, да? Ну, они создают облик того Якутска, который был раньше. Памятник Петру Бекетову, который основал город Якутск. Вот там вот и стелла в честь этого события. Улица Чернышевского, Хабарова. Сегодня, кстати, прохладненько, градусов 25, холодно. И как бы ветерок еще небольшой, подмораживает. Немножечко некомфортно, хотя весна, но что-то еще пока не весна в Якутске. Ну, у нас весна это начинается, наверное, скорее всего, с апреля, вот если так взять. А сейчас просто, когда все начинает таять, да, вот тогда весна. А сейчас как бы вот такая вот теплая часть зимы, так сказать, в марте еще. Потом зима у нас с морозами немножко запоздала. Было теплое. Начало зимы было теплое, довольно долго стояло. Ну и вот только вот под конец где-то начало подмораживать. И то недолго, так вот в районе минус 40. 45-то было, я уже не помню. Сегодня выходной день, воскресенье. У нас 2 число, то есть до 8 марта осталось еще неделька, да? И будут еще праздники. Будем еще женщин поздравлять, как говорится. Надо подарочки покупать. И вот в честь этого события в Кружало устроили ярмарку народных промыслов, я бы так сказал, да? То есть то, что люди сами своими руками делают, это не продают. О, первый раз вижу, тут памятник поставили новый, и такой вот скверик сделали. Сейчас подойдем, прочитаем. Павлов Владимир Гаврилович. Так, Павлов Владимир Гаврилович. Родился в 29 году. Так. Почетный, Почтунтарского. Начальник управления промышленности Совета министров Якутской ССР. В Советском Союзе был гендиректор Сахамебель. Ага, то есть заслуженный деятель. И вот тут его основные вещи жизни описаны. Вот такой вот скверик сделали.
решили сюда пойти. Ух, тут дорожка, конечно, еще та. Вот этот микрорайон 203. Он большой. Вот эту дорогу что-то никак не могут сделать. И тут тротуара нормального не могут сделать. И дорога тоже вся какая-то коцаная. Видите, какая тут движуха. Странно. То есть как бы все сделали уже тут. Все сделали. Даже такой откос. Опорную стенку сделали. Но для людей не предусмотрели нормальный вход-выезд. Вот как тут проходить людям? Можно грохнуться элементарно под машину. 203 микрорайон. Новый микрорайон в Якутске. Построен на насыпном песке. Вот, и здесь такая особенность, что здесь есть минус первый этаж. Поскольку здесь не вечная мерзлота, а песок, то стало возможным делать минусовые подземные этажи и в них располагать какую-то инфраструктуру. Вот как здесь, допустим, заезд в гараж, да, подземный паркинг, магазины, там тренировочная зона какая-то для фитнеса, да. Ну, такой райончик хороший, как бы. Тут даже я читал, что выгул собак запрещен, чтобы они не гадили. Так, моя задача сегодня не заморозить телефон. Он, если замерзнет, то все. Я уже не смогу снимать ничего. Здесь вот четко видно, да? Сантехника, допустим, магазин. И вот туда вот минусовый этаж. Там также успех магазин. Аналогичный. Тоже под землей. Вот тут окна такие узкие. Кстати, тут привезли песочек, гравий. И, видать, что-то делают они. Что-то делают. А вот тут пятерочка находится. Магазин. Ему в апреле в Якутске уже исполнится год, как пятерочка заехала, появилась в Якутске. Вот, надо будет потом, когда это в апреле, да, цены поснимать и сравнить с теми, что было. Допустим, хлеб сколько вот, батон 93, батон 106, 88, хлеб пшеничный 56, 51, 142 какой-то. Вот. 93. Сейчас еще молочку снять. Вот она молочка. Ряженка 190, 169, да, по акции 118 снежок. Кстати, можно купить. Так, молоко какое-то. Литр. Это что, литр 950 мл, 224 рубля. Ничего себе, где еще молоко есть? Это что у нас? А, нет, это кисломолочные, да, продукты. Тан. Мы не пьем. Так, ряженка 139. И примерно вот такие вот цены. 106 рублей. 99 копеек. Это сколько? Пол-литра? А, 90 вон она уценяет. Видать, цены высокие, поэтому мало люди покупают. Как бы. Сегодня народу здесь сталкиваться много, но обычно много, да? Печенье есть. Вот масло. Почем масло? 179, 164, 129. Так, а картошка-то почем у нас картошка? Картошка. Почем картошка? Это лук
Капуста. Тогда цены. Картофель 61. Такой вот картофель. Огурцы 310. 310. Помидоры 476. А это что, перец за 100 грамм цена 64. Вот. А вот она картошка 61. Ну как-то по-божески, но она уже проросла. А получше, которая 139, какая-то мелкая. Это 47, свекла, чеснок 82, лук какой-то 235, баклажан 401. Вот это какой-то красный лук 163 рубля. Такая вот сетка. Картофель, да? 1 килограмм, 83 сетки. Свернул я вот тут. Есть такой проходик между вот этими домами. И там мы должны выйти уже на дамбу, речку. Что-то там, похоже, интересное есть. Я слышал что-то, какие-то звуки оттуда. Так, машины здесь стоят. Смотрите. Тут люди с детишками пришли. И вот тут видно, смотрите, они катаются с горок. Вот таким образом. Мне самому тут не скатиться. У меня скользкие ботинки. Вот залазят и потом вот скатываются здесь. Вот так вот сейчас посмотрим, как они катаются. Ну, такая вот горочка. Особенно жителям вот этого микрорайона. Она, кстати, вот они просто проходят и начинают здесь кататься. Так, и мы видим здесь, вот здесь трассу расчистили для дрифта. Вот это лодочная станция. И вон там, кстати, банан едет, да? Резкость давай, наводись. Вот. Вот там банан. И здесь трасса для дрифта. Что-то отовсюду какие-то возгласы. Вот, машины стоят здесь. И вот так вот они по кругу они ездят. Может, какие-то соревнования или тренировки у них здесь. Дрифтеров у нас, в принципе, хватает в городе. Любят это дело. Поэтому вполне возможно, что соревнования проходят так. Вот как они тут. Вот они поехали, смотрите. Детишки поехали с горки. Опа, ну горочка небольшая. Ну и хорошо. Как бы удовольствие есть. Но не опасно, не так опасно, как если была бы большая гора откуда-то с высоты пришлось скатываться. Вот, а в этой стороне ледовый парк. Ледовый парк, вот сверху можно поснимать. Там скульптуры. Так, у меня наводится вообще моя техника. Не замерзла. Скульптуры, какие-то горки там, скатывания и так далее. Вот видно горки. Сейчас десяточку сделаю, приближу. Вот так вот. Вход там платный, естественно. Туда. Вот так вот. Сколько стоит, можно посмотреть на сайте. Ледовый парк, Якутск. И... Ой, смотрите, что они там с кайфом. Все, у меня рука замерзла, я выключаю. А, вот видно, смотрите, вон они машины. Максимальное приближение делаю. Так вот, мне кажется, не в фокусе.
Вот они гоняют. И тут же детишки с горок. Там слышно, кто-то организатор, видать, какие-то что-то. Так, ну что, у меня, короче, телефон-то замерз, там я на Замбе снимал. 202-м замерз, вырубился, и вот только сейчас подзарядил. Смотрите, тут здание выросло какое-то. Так, широкий угол, видали, да? Построили, еще что-то строят. Так, ну это улица у нас Губина. Вот, в общем-то я поснимал немножко. Воскресный мартовский денечек вам. 2 марта сегодня, город Якутск, температура 25-20 градусов мороза, небольшой ветерок. Так бы, конечно, больше поснимал, но вот, к сожалению, телефон вырубается от мороза, замерзает и превращается просто тупо в кирпич, от которого уже абсолютно никакого толка нету, пока его пока он не нагреется. Вот. Завтра у нас понедельник, предпраздничная неделька будет. Вот мартик мы отдохнем немножко там, только пару деньков, да. Потом у нас апрель будет, ну апрель уже должен быть теплый, все должно таять в апреле. Ну и в мае праздники майские. 1 мая. Посмотрим, будет, не будет снег, растает ли он весь в апреле. И 9 мая. 9 мая. А потом у нас будет с вами лето. Так что все еще впереди. Перезимовали. Ура!